Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В Сирийской Арабской Республике в самом разгаре предвыборная кампания. Выборы нового главы республики пройдут уже через месяц. Весь западный мир от них дистанцируется и дает однозначно понять, что не считает эти выборы легитимными. По словам экспертов, у этих вроде бы альтернативных выборов на высшую руководящую должность в Сирии претендуют сразу 4 кандидата, среди которых есть даже женщины. На самом деле альтернативы нет, уверены наблюдатели. Судя по всему, победу одержит позже всех зарегистрировавшийся действующий глава государства Башар Асад. Напомним, что Асад руководит Сирией уже больше 20 лет, а согласно действующей конституции с этими выборами вступит лишь во второй президентский срок. Критики правления Асада уверены, что никакие выборы не могут считаться легитимными, пока не будет пересмотрена Конституция. Известно, что уже несколько раз заседавшая Конституционная комиссия так и не приступила к активной фазе реформирования. Другой вопрос, который остро встал накануне выборов, это смогут ли своим конституционным правом воспользоваться те 6 миллионов беженцев, которые были вынуждены покинуть Сирию в результате военных действий и проживающих разрозненно в странах Европы. По мнению многих экспертов, от обстановки в стране зависит судьба беженцев. Более того, это влияет на безопасность европейских границ, и пока, по мнению тех же экспертов, только Асаду удается двигаться в сторону улучшений, и Брюссель вынужден с этим считаться. Более детально о том, что происходит в Сирии, как влияет эта республика на весь Ближний Восток и почему на выборы в Сирийской Арабской Республике направлены взоры многих наблюдателей, мы порассуждали с заместителем начальника управления международных связей группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», арабистом, специалистом по Ближнему Востоку Эланой Эшба. Илана, здравствуйте. Здравствуйте. Илана, расскажите нам, пожалуйста, что такое группа стратегического видения «Россия. Исламский мир», чем вы занимаетесь? Чтобы рассказать о деятельности группы стратегического видения, наверное, нужно немножко предыстории дать. В 2005 году Российская Федерация присоединилась к крупнейшей мусульманской организации, международной организации исламского сотрудничества. И после этого по инициативе президента России была создана такая группа. Это неправительственная организация, в которую входят как представители Российской Федерации, всех ветвей власти, там есть представители Думы Государственной, Совета Федерации, МИДа, бизнесмены, ученые, дипломаты, так и представители практически всей палитры ближневосточных стран, не только ближневосточных, мусульманских стран. Там есть представители и Индонезии, Малайзии, то есть не арабских стран, Турции, Ирана, Пакистана и так далее. Ну и, конечно же, практически все арабские страны представлены тоже на таком же уровне, то есть это действующие политики, либо бывшие министры иностранных дел, там, премьер-министры, бизнесмены, дипломаты, представители культуры, деятели духовные лидеры, в общем-то, вот такого представительства. Кроме того, нужно, наверное, отметить, чем конкретно занимается организация. В основном это культурное, гуманитарное взаимодействие. Кроме того, очень активно развиваются контакты в сфере экономики по линии группы стратегического видения и в сфере образования. Большое внимание уделяется также молодежной политике. Вот сейчас у нас один из таких проектов, который мы надеемся реализовать в 2022 году. Это школа молодого лидера, это курсы переподготовки, связанные по специальности международных отношений, диалога цивилизаций, христиано-исламского диалога. И
Это программа для специалистов-международников из России, которые будут проходить курсы повышения квалификации в университетах Ближнего Востока, в Объединенных Арабских Эмиратах и Египте, и, соответственно, студенты из Египта и других стран арабского мира, мы надеемся, что будут проходить переподготовку в Москве. Это вот один из проектов. Но помимо этих проектов, конечно, мы реализуем целый ряд других. В частности, вот при нашей поддержке проходит Международный экономический форум, о котором, я думаю, многие в Абхазии слышали. Казан саммит называется. Он проходит уже много лет в столице Республики Татарстан. И мы его активно поддерживаем, поскольку председатель нашей организации является также президентом Республики Татарстан, то есть Рустам Минниханов. Он возглавляет группу стратегического видения по поручению президента России. А вот интересно, во всей этой конве, да, то есть в конве деятельности вашей организации, могут ли быть как-то представлены интересы Абхазии, как-то вовлечены во все это? Вы знаете, поскольку Абхазия все-таки... Ну, ее сложно назвать мусульманской страной, хотя у нас и есть мусульманское население, поэтому, к сожалению, вот активной такой работы с Абхазией мы не ведем, но на некоторые наши мероприятия мы приглашаем представителей Абхазии, в частности, вот у нас есть ежегодный форум «Айтматовские чтения», международный форум писателей и интеллектуалов. Да, посвященных памятнику Чингиза Айтматова. Они посвящены, эти чтения, они посвящены ему не случайно, он тоже был членом группы стратегического видения от Кыргызстана. Очень активно участвовала в деятельности группы. И вот такое своеобразное посвящение руководители нашей организации решили сделать. И вот на этих мероприятиях, на ежегодных этих встречах участвовали и наши деятели культуры, в частности, вот Владимир Зонтария. В прошлом году мы не проводили по понятным причинам, но вот, насколько я помню, в 2019 году мы проводили большой международный форум, как раз было 90-летие Чингиза Айтматова, и он очень здорово сделал прекрасный доклад, очень запомнился этот доклад участникам, и мне кажется, такие контакты были довольно полезные. И мы надеемся продолжать такую практику. Но вот, к сожалению, как отдельный представитель отдельной республики в организации сделать это сложно, поскольку мы действительно как бы единственное направление, в котором мы работаем, это мусульманские страны, которые являются членами вот организации исламского сотрудничества, то есть либо с мусульманским большинством, либо с меньшинством, которое имеет определенное влияние в стране. И в этой связи, наверное, перейдем к основной теме, да, по которой мы вас пригласили. Вы арабист, вы специалист по Ближнему Востоку. Как я понимаю, вы окончили МГИМО, Институт Востоковедения. Институт Востоковедения. Да, и вот сейчас приближаются выборы в Сирии. Сирийская Арабская Республика также некоторое время назад признала Абхазию. Как вам кажется, какое влияние имеет Сирия в арабском мире и на Ближнем Востоке? Прежде всего хочу сказать, что Сирия действительно имеет колоссальное влияние в регионе. Несмотря на то, что большинству населения не только нашей страны, но и, наверное, планеты, она стала широко известна после печальных событий в республике, которые уже длятся больше 10 лет. Да, в этом 2001 году мы уже десятилетия можем отмечать этих печальных событий. Но, тем не менее, Сирия всегда играла, можно даже сказать, ключевую роль в регионе. И даже если мы вспомним арабо-израильские конфликты и все те войны, которые были между арабами и израильтянами, самое активное участие в них принимали с арабской стороны, то есть поддерживали Палестину. Это Египет традиционно, это Сирия, Иордания. Сирия также находится на перекрестке, очень важном экономическом и логистическом. Там проходят, несмотря на то, что своих углеводородов у нее нет, то есть одна из тех стран арабских, которая, к сожалению, не обладает, нефть, да? Да, не обладает
большими запасами нефти, но тем не менее она находится на таком важном перекрестке, и именно там вот эти вот все пути, газопроводы, нефтепроводы пересекаются, поэтому, конечно, влияние в этом регионе очень важно, и я думаю, что те, кто интересуется международными отношениями и Ближним Востоком в целом, в частности, точнее, они должны знать, что есть такая версия, что сами события военные начались в Сирии, потому что не было достигнуто соглашение по газопроводам. То есть есть такое известное месторождение газа, Южный Парс называется, вот он частично находится в Катаре, частично в Иране, и были такие планы из Катара в Турцию через территорию Сирии и дальше в Европу вот, проводить эти газопроводы, газ. Но это бы очень сильно увеличивало бы роль Турции в регионе, роль Катара в регионе, и страны, которые там шиитские, скажем так, Иран, у них был альтернативный проект, и даже в 2012 году этот проект был подписан уже после начала военного конфликта в Сирии через Иран, точнее из Ирана через Сирию в Ливан и дальше в Европу через Средиземное море. Поэтому, конечно, Сирия, безусловно, очень важна, и до сих пор, несмотря на вот всю сложную ситуацию, она играет важнейшую роль в регионе, к ней прислушиваются, и я думаю, что сейчас вот обстановка будет стабилизироваться, и Сирия вернет себе влияние в регионе, какое было вот до начала военных войны. действий. Но нам, прежде всего, Сирия интересна, особо стала интересна после того, как они признали независимость Абхазии. Как вам кажется, каковы перспективы развития отношений? Вы знаете, я честно скажу, что я была очень рада услышать эту новость, счастлива, и мне кажется, как раз вот недавно обсуждали это с знакомыми, друзьями, мне кажется, что это одна из важнейших стран, не хочу обидеть никакие другие, которая нас признала, и у которых и у отношений с этой страной у нас действительно есть очень хорошие перспективы. Опять же, я уже говорила о том, какую роль Сирия играет в регионе, насколько она важна, и несмотря на все перипетии, через которые проходит страна сейчас, я уверена, что в ближайшие несколько лет ситуация стабилизируется и будет возможность активно развивать наши двусторонние отношения. Поскольку ни для кого не секрет, что в Сирии существует наша диаспора, она может быть не настолько представительная, как, скажем, в Турции, но тем не менее она довольно активная, и она принимает активное участие, в том числе и в экономической сфере, в военной сфере, среди военных и генералов сирийских довольно большое количество представителей вот, абхазских, черкесских мухаджиров. То есть какое-то определенное лобби там должно быть, да? Лобби есть, но мне кажется, даже мы не нуждаемся в этом лобби, потому что, в принципе, и сирийская сторона может быть заинтересована в отношениях с Абхазией, особенно учитывая то, что скажем так, окружение и международную реакцию на события в Сирии. Многие контакты, которые были у страны, разорваны, и поэтому она ищет новых партнеров. Сейчас я слышала, что идут разговоры о том, чтобы вернуть Сирию. Она была исключена, к сожалению, из Организации исламского сотрудничества, но я думаю, что тоже в ближайшее время она вернется в состав этой крупнейшей международной организации, второй после ООН, и тогда я думаю, что у нас, может быть, появятся возможности какие-то, может быть, не официальные прямые контакты, но определенного уровня контакты завести с другими странами региона, в том числе и Иорданией, Ливаном. Но вы упомянули, кстати, и Турцию, да, вот там уже абсолютно точно существует огромная абхазская диаспора, и даже в этой передаче я как раз затрагиваю тему того, что политическая партия Ватан тоже выступила за то, чтобы признали независимость Абхазии. Как вам кажется, вот тут чего-то можно ждать? В смысле установления дипломатических отношений, допустим? Честно сказать, я думаю, что вряд ли официальное решение Турции в ближайшее время будет таковым, поскольку
контакты определенные, конечно, есть, и они будут развиваться, но на официальном уровне я не думаю, что нынешний руководитель Турции, президент, он возьмет на себя такую ответственность. Мы знаем, что недавно был конфликт в Нагорном Карабахе, и какую позицию Турция заняла в этом вопросе. И вообще международное сообщество, несмотря на то, что ситуация Абхазии и Нагорного Карабаха, они довольно разные, их мне кажется, некорректно сравнивать, но международное сообщество, оно в одну категорию складывает вот наши конфликты, и Абхазию, и Южную Осетию, и Нагорный Карабах. И, в общем-то, контакты и с Азербайджаном, и с Грузией настолько сильные у Турции, и экономические связи настолько сильные, что я думаю, что вряд ли в ближайшее время такие риски и такую ответственность готово на себя турецкое правительство взять. Но это не мешает развивать контакты негосударственного уровня, в том числе культурные, в том числе гуманитарные, экономические, что, мне кажется, мы активно делаем. Илана, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. К другим новостям. Турецкая партия «Ватан» или по-другому партия Родины провела митинг в центре турецкой столицы Анкаре и призвала закрыть военные базы США на территории страны, а также признать независимость Абхазии. Все это произошло аккурат после того, как президент США Джо Байден признал геноцид армян в Отtomанской империи. Это заявление Байдена в Турции, которое долгое время считалось чуть ли не главным оплотом американской политики на Черном море, называют не иначе, как атака Байдена. Цитата. «На атаку Байдена нельзя отвечать словами. Нужно принимать меры для признания Крыма российским, независимости Абхазии и Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», заявил генеральный секретарь политической партии Озгюр Бурсалы. Стоит отметить, что партия «Ватан» уже не раз высказывалась в пользу признания независимости Абхазии. Ситуацию корреспондентам «Эхо Кавказа» прокомментировал депутат парламента Абхазии Астамур Логуа. Цитата. «Сегодня в Турции весь политический истеблишмент, даже самая крупная оппозиционная партия поддержали руководство страны в том плане, что они не принимают это заявление Байдена. Однако первыми высказали эту идею, что надо ответить не только заявлениями, но и конкретными действиями, стали здесь первопроходцами именно партия «Ватан» и ее председатель, наш добрый друг. Вы знаете, что мы работаем в направлении Северного Кипра, и они нам помогают в том плане, что устанавливаются отношения на уровне парламентов, будет соглашение и дальше до взаимного признания, думаю, дойдет». По убеждению Логуа, на словах дело не закончится, лоббирование признания независимости Абхазии будет продолжаться, а судя по многим другим факторам, для этого дипломатического события сейчас в Турции сложилась как нельзя более благоприятная ситуация. Так что будем наблюдать за тем, что там происходит, еще внимательнее. Кошелек Амобайл. С ним ваш телефон превращается в безопасный электронный кошелек. Можно переводить и получать средства с карт и на карты Апра, Visa, MasterCard, Мир. С других кошельков по системе Контакт оплачивать товары и услуги онлайн. Можно оплатить свет, воду и даже штрафы ГАИ. Также есть бесконтактная оплата с помощью QR-кода. Просто приходишь в магазин, открываешь камеру в телефоне, сканируешь код и все. Можно оплатить покупку или услугу. То, что нужно. Продолжаем передачу. Другим заметным событием в международной повестке на прошлой неделе стал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Совместное фото Блинкена и Зеленского в масках и со сжатыми кулаками облетело весь интернет и стало как бы символом того, что эта дружба по принципу «дружат против всех». И несложно догадаться, против кого и чего объединяются Киев и Вашингтон. В этом смысле очень любопытна статья для издания Bloomberg авторства бывшего командующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. В статье он предрекает Черному морю печальную перспективу очередной горячей точки на карте мира. Цитата. «Величиной с треть Мексиканского залива Черное море омывает Болгарию, Грузию, Румынию, Украину, Турцию и Россию. Смесь языков, культур, союзов и размеров экономик этих стран поражает, как и древняя история. В этом регионе у НАТО есть три полноценных союзника – Турция, Румыния и Болгария.
Болгария, а также два близких партнера – Украина и Грузия. Как и Южно-Китайское море, Черное море тоже может стать военной горячей точкой. В придачу оно также может стать богатым источником энергоносителей, что лишь обострит обстановку в регионе, о чем говорится в новом исследовании Atlantic Council. В своих выступлениях в Киеве первый американский дипломат был очень резок в речах о России и дал понять, что США готовы прийти на помощь в случае чего. И интересно, что в Тбилиси тоже активно наблюдают за визитом госсекретаря и видят в этом нерадостный знак. Там у многих возникло ощущение, что вся западная поддержка ушла в Украину, а Грузия как будто бы осталась неудел в стороне. Вот как об этом рассуждает один из грузинских экспертов Бату Кутелия. Грузия практически пропала с радаров демократических стран. Мы движемся по инерции, частью этой инерции было наше участие в миротворческой миссии в Афганистане, но и она заканчивается. И сейчас, когда для Запада приоритетной темой является формирование новой системы безопасности на Черном море, постоянно упоминается Украина, ее членство в НАТО, а насчет Грузии даже у тех, кто реально болеет за нашу страну, никакого оптимизма насчет наших перспектив нет. Это результат, это не произошло за одну ночь, это происходило потихоньку. Этому виной и откат от демократии, и фактическое упразднение институтов безопасности. Потом была жесткая критика со стороны европарламентариев и конгрессменов, то есть со стороны тех людей, которые ратовали за евроатлантическую интеграцию Грузии. Окно возможностей очень скоро закроется, и если мы срочно не предпримем никаких шагов, то останемся в стороне от этих процессов. И это без преувеличения будет исторической ошибкой. Конец цитаты. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.